опасайся мошенника. Мне недавно ректор, понимаете, прислал сообщение по WhatsApp, что срочно нужно подстраховаться, поскольку идут очень много вот звонков, ватсаповских всяких постов и так далее, и нужно, чтобы вот университетские перевели деньги на специальный счет. В смысле? Это мошенники были, да? Это якобы ректор. Ага. Вот ректор бил себя в грудь, говорил: господи, неужели я такую глупость мог сделать? А вообще, как отношение, вот надо с этим бороться? Да, конечно, потому что люди, 15% общества склонны к зомбированию. Вы же об этом знаете. Вот. Если вот я вам сейчас скажу: пойдите и положите на мой счет 20 тысяч рублей, вы же не пойдете, а какая-нибудь бабулька пойдет. Потому что я очень убедителен. Всего доброго. Всего доброго. Когда люди пытаются связаться со своими родными и близкими, мошенники не отвечают на их звонки. То есть в тот момент вам не удастся связаться с кем-либо из знакомых. Вы об этом узнаете только потом, как осуществите перевод денежных средств. Еще одним распространенным способом мошенничества является инвестиции. Инвестирование, дополнительный заработок, приобретение криптовалюты, различные торговые площадки. Вы должны людям объяснить, что они не должны поддаваться сарафанному радио, как у нас в Якутске это принято, то, что один друг друга, там родственники, знакомые, друг друга тянут в различные финансовые аферы. То есть вступи, переведи, там, на различных торговых площадках, быстрый доход, доходность хорошую также обещает. Это вы все должны объяснить жителям. То есть, если кто-то желает стать участником финансового рынка, то необходимо ознакомиться на сайте Центробанка. Есть реестр организаций, имеющих лицензию на осуществление данного вида деятельности.